Сегодня мы будем готовить, дорогие жители Якутии, мягкий сыр сюмях. Это якутский национальный продукт. Сыр мягкий. Это белковый продукт, который содержит 18% белка, 18% жира и отличается тем, сыр сюмях, что он содержит аминокислоты. Все виды, 8 видов незаменимых аминокислот. Для производства, для выработки сыра мы с вами возьмем 500 грамм творога, желательно такой вот рассыпчатый, 500 миллилитров где-то молока. Сначала и обязательно нужна кастрюля. Наливаем сюда молоко 500 миллилитров. Добавляем сюда творог. Заранее все мы это отвешиваем. И должны мы с вами приготовить мягкий сыр. Хорошо перемешиваем. Мы налили половину молока. Теперь мы дольем еще после тщательного, хорошего перемешивания, чтобы получилась у нас однородная масса. Небольшими порциями доливаем молоко, при этом перемешиваем. И суть получения творога заключается в нагревании. И при этом беспрерывно мы должны перемешивать, чтобы получилась однородная масса. Этот процесс длится до 30-40 минут. Нагреваем до тех пор, пока сначала образуется тягучая масса. Постепенно при перемешивании выделяется жидкость, сыворотка. После этого, как выделилась вот масса, посмотрите, вот так. Так, теперь мы видим, как выделяется сыворотка. После того, как выделилась сыворотка, мы должны осторожно заканчиваем перемешивание, чтобы хорошо выделялась сыворотка. Так, и осторожно, поддерживая, проводим фильтрование. Хорошо отжали сыворотку, и получилась такая нежная, однородная масса. Так, и теперь переносим его такая нежная, однородная масса такая получилась. И чтобы получить более плотную массу, мы должны приготовить масляно-белковую основу для закрепления. Яйца нам нужны для того, чтобы соединить эту массу однородную, чтобы получился плотный сгусток. Аккуратно перемешиваем, разделяем, соединяем белковую массу
Так, и белковую массу наливаем сюда. Добавляем масло, так как основа теплая, масло у нас хорошо. И хорошо перемешиваем до получения однородной массы. И можно сказать, у нас сыр. Осталось нам остудить как следует до получения и придать форму. Масса у нас готова. Теперь мы придаем форму. И готово. Вот и готово. Так, соду мы используем для того, чтобы соединить, уплотнить массу, а соль мы используем для вкусовых ароматов. Добавляем всего чайную ложку соды и соль обычно по вкусу, тоже чайную ложку. И вот мы получили, смотрите, сыр, белковый продукт, который мы произвели из натурального молока, творога Едигей, масло сливочное 50 грамм. И получилось. И теперь, чтобы придать вкус, аромат желающий, можно использовать сюда грецкие орехи, добавить зелень. Ну а кто любит более сладкий вид, может и изюм добавить. И получается у нас остужаем белковый продукт сыр, сюмях, которую производили тоже наши предки. Творог готов. Сыр, сюмях. Уважаемые жители Якутии, мы с вами приготовили домашний сыр, мягкий сюмях. Мы добавили сюда зелень, укроп, петрушку. И получилось у нас такой аккуратный сыр мягкой, нежной консистенции, плотный, обладающий белками, жирами, витаминами. И самый основной компонент – это минеральные вещества – кальций, фосфор, натрий. Желаю вам всем приятного аппетита!